بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы начали вопрос. Мы сейчас прочтем его еще раз, чтобы напомнить, о чем шла речь. И мы не считаем дозволенным выход против наших имамов и обладателей власти среди нас, даже если они совершают несправедливость. И не делаем дуа против них, и не отказываемся от подчинения им. И считаем, что подчинение им – это выполнение приказа Аллаха, если только они не приказывают нам ослушание Аллаха. И делаем за них дуа, прося у Аллаха для них праведности и избавления. Так, это мы сказали, что это предложение, которое упомянул имам ат-Тахави, рахимахуллаху та'аля. В нем заключается важнейший принцип акиды ахля сунна валь джамаа, на котором сошлись все праведные предшественники, на котором сошлись имамы этой уммы, и который отражен в книгах по акиде, которые составили имамы ахля сунна валь джамаа, о том, что ахля сунна валь джамаа считает обязательным подчинение мусульманским правителям, запрещает вооруженный выход против них. Хорошо. И считает, что подчинение мусульманским правителям – это подчинение Аллаху субхану ва та'аля. И говорит имам ат-Тахави, рахимахуллах, это предложение здесь в противовес кому? Тем группам из числа хариджитов, му'тазилитов и прочих, которые считают дозволенным выход против мусульманского правителя с оружием. Хорошо, или видят это, считают своей акидой. Что имам ат-Тахави говорит, мы так не считаем, мы, то есть ахлю сунна валь джамаа. Мы сказали, что это мазхаб, то есть считать дозволенным или даже желательным выход против правителя, если он несправедливый мусульманский правитель, что это мазхаб, это взгляды некоторых групп из числа заблудших групп, которые относят себя к ибле, как хариджиты, му'тазилиты. И называется у му'тазилитов этот принцип как аль-амру бил ма'руф ва нахью аниль мункар, то есть приказывание одобряемого и удерживание от порицаемого. То есть так они интерпретируют понимание этого принципа. И мы сказали, все сподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям и основная масса табиев, то есть последователей сподвижников, и имамы ислама, они считают, что выход против правителя мусульманского, вооруженный выход, он запрещенный, что это кабиратуль миналь кабаир, то есть относится к великим грехам, хорошо, и что это не имеет ничего общего с религией Аллаха субхану ва та'аля. И мы говорили, шейх ислам ибн Таймия говорит слова, что ни разу еще не было, чтобы люди вышли на правителя, да, вооруженные, совершили восстание, чтобы это принесло хорошие плоды. И проблемы, собственно, большие начались именно тогда, когда некоторые люди посчитали возможным выход вооруженный против правителя, свержение правителя. Все это началось с какой большой фитны? С фитны убийства Усмана, ради Аллаху та'аля. Хорошо. И мы привели потом доводы из Корана и Сунны на обязательность подчинения мусульманским правителям и запрещенность выхода против них вооруженного. Сейчас мы их вспомним. Итак, в четвертом вопросе мы разобрали, последний вопрос из тех, что мы разобрали, это был вопрос доводы на обязательность подчинения правителям мусульманским и о том, что это пункт акиды ахля сунна валь джамаа, подтвержденный доводами мутаватир, то есть многочисленными доводами, переданными от многих и многих сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть такой вопрос, относительно которого иджма, то есть единодушие, хорошо, среди имамов ахля сунна валь джамаа, среди имамов уммы. Пятый вопрос, что такое хурудж, что такое выход против правителя, что тот самый выход против правителя, который запрещен Аллах субхану ва та'аля, что включает в себя? Две вещи, то есть два варианта хуруджа, два варианта выхода может быть. И тот, и другой запрещен, и тот, и другой называется аль-хурудж, выход. Что касается первого, это когда человек
не присягает и имеет иатика, то есть имеет убеждение в сердце, что нужно выходить, сражаться против правителя мусульманского, что нужно его свергать, считает дозволенным выход против правителя. Это то самое, о чем говорили предшественники, ас-салаф, хорошо, когда они порицали вот таких людей, которые сами не выходили против правителей с оружием, но они имели такое убеждение, что это нужно так делать. Хорошо. И они называли, про таких людей говорили как «кана яра ас-сейф», то есть он считал дозволенным меч. Хорошо. Он считал дозволенным меч, то есть имеется в виду не присягать, выходить против правителя, считал, что это можно и нужно. И мы говорили, что если взять книги по характеристике передатчиков хадисов, а мы знаем, что передатчики хадисов, у них у каждого есть свое что? Тарджама, то есть его биография или его характеристика. Потому что хадисы не берутся от кого попало. Хадисы берутся от кого только? От достойных передатчиков, достойных доверия, от них только. И если посмотреть книги, в которых дается характеристика этим передатчикам, то про тех передатчиков, которые считали, что это возможный выход против правителя вооруженного мусульманского, про них так и писали. «Кана яра ас-сейф». Он считал дозволенным меч. И это было отрицательной характеристикой для этого передатчика. То есть этот передатчик уже переводится в категорию каких передатчиков? Слабых передатчиков. Хорошо? Так, это первый вариант выхода против правителя мусульманского. Второй вариант выхода против имама мусульман, против правителя мусульман. Это, собственно, то основное, да, о чем мы говорим. Это выход против имама с оружием. Имам, здесь имеется в виду имам в значении правитель, да? Не имам мечети, или что мы думаем, а правитель мусульманский. Выход с оружием, выход с мечом. То есть люди собираются в каком-то месте, хорошо. У них план, чтобы свергнуть имама, свергнуть правителя мусульман, чтобы заменить его другим, посадить на его место другого и так далее. То есть возникает фитна, возникает смута, целью которой свержение, убийство правителя, и приводит оно к убийству правителя, к свержению его, хорошо, или подобного рода вещи. То есть выход против правителя как? Уже не убеждением, а действием. Не убеждением, а действием. Оба этих случая, оба этих варианта, они являются что вариантами хуруджа. Хурудж, то есть выход против правителя запрещенный. Либо первый, значит, как? Убеждение в сердце. Второй это что? Действиями. Второй это действиями. Некоторые ученые называют еще третий вариант хуруджа, то есть выхода против имама правителя мусульман. Они говорят словом. Выход словом против правителя. Но нужно сказать, что этот вариант, как самостоятельный вариант, нельзя его выделить так. Почему? Потому что словом, может быть, это не расценивается как выход. Потому что, может быть, человек дал насыха, то есть дал наставление имаму, дал наставление правителю. Хорошо? Если он это сделал в подобающей форме, хорошо, не вызывая бунт, не вызывая смуту среди людей, а сделал в подобающей форме, пришел к правителю и высказал ему, сказал ему, дал ему насихат, указал ему на его ошибки, указал ему на его какие-то несправедливости допущенные, то это не является запрещенным хуруджем. Это наоборот то, что приветствуется. Хорошо? А может быть, действительно, словом, наоборот, человек начинает подстрекать людей словами, хорошо, поднимать их на бунт против правителя. Поэтому мы скажем, что сказать правильно, что два варианта. Первый вариант это что хуруджа? Это убеждение. Второй вариант это действие. То есть выход с мечом против мусульманского правителя. Что касается слова, то мы сказали, что здесь нужно уточнить подробности, что имеется в виду, что этот человек делает. Хорошо, если это насыха, если это слава правителю, то это, наоборот, похвально. Если это побуждение людей к бунту, организация фитны и так далее, то это запрещено. Гиба тоже следует отметить как отдельный
то есть отдельную болезнь. Шейх Усаймин говорит, рахимахуллах, в книге Шарх Рияду Салихин, то есть комментарий к Рияду Салихин, говорит шейх, что это болезнь. Болезнь, которая затронула сегодня многих людей, что они не уважают честь мусульманского правителя. Хорошо, не уважают честь обладателей власти среди них. И говорит, что гиба против простых людей запрещена. Хорошо. Говорить, злословить о простых людях, это запрещено. Это как поедать его мясо. Говорить гиба, злословить об ахлюль ильм, то есть об ученых уммы, и злословить о улятуль умур, то есть об имамах, о правителях мусульман, это еще хуже. Почему? Потому что делать гиба о правителях, это значит вызывать у людей в их сердцах, рождать что? Злобу. Злобу к правителю, злобу к мусульманскому правителю, к имаму. Хорошо? Это ведет к тому, что люди перестают уважать и бояться своих имамов, своих правителей. Это потом ведет к анархии. Потом это ведет к тому, что сейчас называется беспределом. Хорошо, ведет к беззаконию и так далее. И говорит шейх Усаймин, таджиду факихата маджалисахум аятакалламу фи аради улатул умур. Посмотришь, говорит, что люди собираются, говорит, просто вот как соберутся, чтобы поговорить, обязательно это как десерт, как фрукты подают, обязательно поговорить и обсудить улатуль умур, то есть ученых или обсудить правителей. Хорошо, обязательно что-то о них плохое сказать, покуситься на их честь и так далее. Шейх Усаймин говорит, если бы в этом была польза, мы бы сказали, хорошо, делайте это. Если бы в этом была польза какая-то. Но проблема, что в этом нет никакой пользы. В этом нет никакой пользы. Он говорит, человек не находит удовольствия в собраниях, то есть когда собирается с кем-то поговорить, люди собираются, не находит удовольствия до тех пор, пока не затронет плохим словом кого-то из ахлюль ильм, из ученых, или не затронет кого-то из правителей. Хорошо, затронет его честь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит хорошее или пусть молчит. Хорошо. Люди, лучше было бы для людей, говорит шейх, если бы они воздержались от злословия, а лучше бы занимались тем, что давали насихат, то есть давали наставления своим правителям. Это лучше, потому что это может принести какую-то пользу. Хорошо? Никто не говорит молчите, когда видите злодеяние или видите преступление со стороны имамов, со стороны правителя. Если видите, молчите. Никто не говорит молчать. Говорят, что не нужно что делать? Вызывать у людей, то есть злословить о правителях, покушаться на их честь и вызывать тем самым у людей непокорность правителю. А проявить это нужно как правильно. Правильно это давать насихат, то есть наставление правителю. Хорошо. Он говорит, пишите им, пишите, связывайтесь как-то, хорошо. Но указывайте на какие-то грехи, не их конкретно, а вообще говорите. Никто из ученых, например, не боится указывать на запрещенность таких вещей, как вешать портреты лидеров где-то. Открыто об этом пишут и говорят, хорошо. Но это не является гиба и не является наущением людей против правителя, потому что они говорят о грехе самом, указывая на него как таковой. Хорошо? В частности. Итак, этот вопрос, то есть пятый вопрос, о чем он? О том, какие виды хуруджа, то есть какие виды выхода против правителя есть. Или что значит выход против правителя? Мы сказали, у него есть что? Два варианта. Какие два варианта? Следующий вопрос, шестой вопрос. Вопрос очень сложный. Причина. Каковы причины выхода людей из числа мусульман, из числа аль-Кибля, выхода их против своих правителей, выход против имамов? Потому что любой человек, который делает это и выходит против имама мусульман, у него обязательно есть что? Какая-то трактовка своя и какое-то объяснение тому, что он делает. Выход против Усмана, рады Аллаху та'аля ан. То есть, когда группа людей решила свергнуть праведного халифа Усмана, рады Аллаху та'аля ан, которое привело в итоге то, что они задумали, к убийству праведного халифа. Да будет доволен им Аллах.
причина, по которой они это сделали, была какова? То, что им не нравились финансовые действия Усмана, ради Аллаху та'аля. То, как он распоряжался финансами мусульман, то есть казной мусульман, финансами уммы, это им не нравилось. Хорошо? Это им не нравилось. Им не нравилось то, кого он назначает на посты. Им не нравилось, что он назначает своих родственников на посты. Хорошо? Им, хариджитам, не понравилось это. Поэтому аль-Хаваридж, хариджиты, они, хариджиты, которые считали, что возможным хурудж, то есть выход против правителя, хорошо, они порицали это, то, что они порицали, да, из действия Усмана, ради Аллаху та'аля, и сделали тауиль, то есть свое своеобразное понимание, трактовку этого, и пришли к выводу, что можно выйти против Усмана, ради Аллаху та'аля, и свергнуть его. Хорошо. И они это сделали. Они убили его. Хорошо. Да будет доволен Аллах. История известная, история, которая заставляет плакать людей, как умер праведный халиф Усман, ради Аллаху та'аля, тот, которого назвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям шахидом. Хорошо. Когда были на горе Ухуд он, Абу Бакр, Умар и Усман, ради Аллаху та'аля. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что на тебе пророк, и сказал про Умара и Усмана, сказал и два шахида, да, то есть Умар и Усман, они, которые умрут смертью шахидов. Эта история такова, что когда они убили Усмана, ради Аллаху та'аля, и упала его кровь, да, на Коран, который он читал, где было как раз то место из суры Тага, что мне не спаслали тебе Коран, чтобы ты был несчастным. Так что его не могли даже похоронить люди. И вынуждены были похоронить его ночью. Так что только 3 или 4 человека, которые пошли, чтобы сделать и похоронить его. Хорошо. Совершили над ним намаз тайно. Погребальный намаз, джаназа намаз совершили тайно. Потом ночью положили его на табут, да, на носилки. И тоже пошли быстро, чтобы похоронить его. И похоронили его не на Бакие, то есть не на кладбище Бакие, где хоронились все сподвижников. Хорошо, похоронили его в саду. То есть возле Бакии, возле этого кладбища был сад, там похоронили его. Так для чего? Чтобы никто не знал, где его похоронили. Из этих. Потому что эта группа, которая собралась, пришла в Медину и устроила там фитну. Хорошо. И даже сообщается в одном из преданий, что так быстро его несли на кладбище, ради Аллаху та'аля, чтобы хоронить его, что говорит передатчик, что мы даже слышали, как его голова билась о табут. Хорошо. О носилке. Так быстро они шли. Боясь, что хариджиты, они доберутся до них. Боясь этого. Итак, причина, по которой, мы сейчас разбираем, что причины, по которой происходит хурудж, то есть выход против мусульманского правителя. Мы сказали еще раз, что проблемы мусульман, они начались, и фитна началась именно с чего? С хуруджа, то есть выхода против мусульманского имама, мусульманского правителя. Хорошо? Причина была какова здесь? Их своеобразная трактовка, понимание, что вот, дескать, финансовые какие-то неправильные действия, неправильно распоряжаются финансами и так далее. То есть они-то вроде бы, как будто бы у них было стремление, как будто бы исправить, наоборот, положение, исправить финансовое положение, да, как будто бы так. Исправить вопрос, связанный с чем? С назначением на должности, тоже это исправить и так далее. Но сподвижники, ради Аллаху та'аля анхум, они били джма, то есть они единодушно все подтвердили правоту Усмана, ради Аллаху та'аля, единодушно. И они все единодушно высказали свое недовольство и свое совершенно полное отрицательное отношение к тому, что совершили эти люди. Свою ненависть к тому, что они совершили. Сподвижники все. Хорошо. Это первая причина. Вторая причина, которая может привести к хуруджу, то есть к выходу против правителя, это когда человек видит что-то, что ему не нравится в стране или в обществе, в самом себе, в правителе. Хорошо, видит что-то, что ему не нравится в обществе, или не нравится с точки зрения религии, или не нравится с точки зрения мирских каких-то вопросов, ему не нравится. Хорошо, это причина,
человек видит то, что ему не нравится, плюс к этому отсутствие у него терпения, отсутствие у него выдержки, отсутствие у него рассудительности и благоразумия. Хорошо? Все это ведет к чему? К тому, что человек хочет отомстить. Он хочет во что бы то ни стало свергнуть этого правителя. Хорошо? Считая, что вот эти проблемы в обществе, в стране, связанные с религией или связанные с мирскими проблемами, да, какими-то, что это из-за него. Плюс нетерпение. Они считают, что это, делают тауиль, трактовку, считают, что это есть что? Приказать одобряемое и удержать от порицаемого. То есть это лямар биль ма'руф ва нахи аниль мункар. И начинают делать хуруч, то есть вооруженный выход против правителя и свержение его. Этот вопрос, когда человек, то есть вопрос, когда человек видит то, что ему не нравится, хорошо, связанное с религией или связанное с какими-то мирскими проблемами, это главная причина. Хорошо, главная причина зачастую, почему происходит выход против правителя. Урок хороший, как вести себя в таких ситуациях, это урок, то, что произошло во времена имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, когда они видели, имамы хадиса, имамы ахля сунна валь джама, видели в обществе и видели со стороны правителя то, что им не нравится в отношении религии совершенно, что происходит. А встал вопрос, какой? Сложнейший вопрос и опаснейший вопрос, то, что на уровне правителя, на уровне халифа была официально был введен догмат, то есть правитель поддался влиянию некоторых му'тазилитских богословов, хорошо, и был введен официально догмат правителям о том, что Коран, слово Аллаха субхану тааля, что он сотворен. По сути, сказать, что Коран сотворен, это куфр, это неверие, потому что Коран это не сотворенное слово Всевышнего Аллаха субхану тааля. Это не слова человека. И правитель так начал даже что звать людей, заставлять их признать этот догмат, в том числе звать к себе имама, звать к себе правителей, заставлять их принять этот догмат. Имам Ахмад проявил стойкость в этом. Да, мы знаем, что когда от него требовали сказать, что Коран сотворен, он проявил стойкость и сказал: нет, я не скажу, что он сотворен. Но как себя повел здесь имам Ахмад? Сказал ли он: давайте выйдем против халифа и свергнем его? Потому что происходит куфр. Хорошо? Во-первых, имам Ахмад и другие имамы ахля сунна валь джама не назвали этого правителя и тех, которые стояли с ним, не назвали их кафирами. Почему? Потому что у них был то, что называется тауиль. Тауиль, то есть своеобразное понимание Корана и сунны. У них было шубха, то есть у них было что? Трактовка своеобразная, да, домыслы были. Поэтому они вроде как хотели понять истину искренне и так поняли. Поэтому имам Ахмад не назвал их кафирами. А по сути это что? Куфр. Но когда к имаму Ахмаду пришли и сказали люди, сказали: давай ты имам, и за тобой пойдут. Выйдем и свергнем этого халифа. Свергнем его, потому что посмотри, что происходит. Хорошо? Он сказал: иякум ваддима. Остерегайтесь крови, остерегайтесь кровопролития. Не это нам приказывают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что «Ман раа мин амири ешей ан якрау фальясбир». Кто видит от правителя то, что ему не нравится, то пусть проявляет терпение, то есть не выходит с вооруженным восстанием против него. И действительно, имам Ахмад, люди послушали его, и было проявлено терпение. Скоро Аллах субхану тааля избавил людей от этого халифа, избавил от этих догм. Имам Ахмад, акида ахля сунна валь джама, восторжествовала. Имам Ахмад, он, который стал потом во главе ученых уммы, хорошо, признанных, да, официально ученых уммы. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: кто из вас видит что-то, что ему не нравится? Это включает в себя, мы когда учили усуль аль-фикх, говорили, что если слово накира, то есть без определенного артикля, хорошо, стоит в контексте условия шарта, то оно имеет значение чего? Всеобщности, умум. Значит, что бы ты ни видел из того, что тебе не нравится, связано ли с мирскими какими-то вопросами у правителя, да, или связано с религиозными вопросами, то приказано пророком, саллаллаху алейхи вассалям, сабр, терпеть и не выходить. Это приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что значит сабр? Это не значит, что ты должен быть довольным этим.
Если ты доволен этим, значит ты с ним. И значит ты за это. Ты должен это порицать. Ты должен давать насыха имаму, то есть правителю, да? Но сабр значение здесь, что не поднимать вооруженный выход против него, не свергать, не выходить из подчинения, не выходить из-под паа, то есть из подчинения правителя. И другой хадис тоже, который мы упомянули, что если кто-то видит от правителя что-то из ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, то пусть ненавидит это ослушание. Ты должен ненавидеть это ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. Но но пусть не убирает свою руку из-под покорности имаму, из-под подчинения имаму. Таков был путь сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и мы знаем Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд, да, величайший сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он совершал намаз за кем? За амиром Куфы. Амир Куфы, который совершал намаз, утренний намаз фаджр, совершил его в пьяном состоянии. Ибн Мас'уд и другие великие сподвижники стояли за ним, совершали намаз. И не сказали ничего, не подняли шум и не подняли фитну. Не сказали, надо выйти и свергнуть этого амира. И он совершил вместо 2 ракатов сколько ракатов? 4 раката. Утреннего намаза вместо 2 4. Хорошо. А потом, когда еще дал салям, еще потом повернулся и спросил, еще добавить? Еще сделать ракаты? То есть был настолько пьяный. Ибн Мас'уд что сказал? Ибн Мас'уд сказал, будем с тобой продолжать делать намаз, сколько ты будешь добавлять, хорошо, мы будем делать. Таков был путь сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть тексты шариата, они указывают на обязательность чего? Подчинение имаму. Подчинение имаму. Только в каком вопросе ему нельзя подчиняться? Тогда, когда он приказывает тебе маасия, приказывает тебя слушаться Аллаху Субхану ва Тааля. Когда он это делает, ты не имеешь права ему подчиняться. Почему? Потому что нельзя подчиняться творению, ослушаясь Творца. Нельзя подчиняться марбубу, то есть рабу Аллаха, ослушиваясь самого Рабба, самого Господа. Это делать нельзя. Хадисы указывают на запрещенность того, чтобы нарушать присягу, которую дает правитель, которую человек дает правителю мусульманскому. Хорошо? И это причина, что ты видишь что-то, что тебе не нравится, связано с какими-то грехами у него. Хорошо? Или связано с какими-то мирскими проблемами. Это не является причиной для чего? Для выхода против правителя. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто видит со стороны амира что-то, а что-то это шей'ан накера. В контексте чего? Шарта. Значит, любое что-то, что видит, что ему не нравится, фалиясбир, пусть проявляет терпение. Так. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что? Кто из вас видит со стороны амира что-то из ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, то пусть ненавидит это ослушание. Ты должен ненавидеть это ослушание. Хорошо? Но пусть не выходит из-под покорности правителю, то есть не нарушает присягу. Пусть не нарушает присягу. Если ты видишь что-то, что тебе не нравится из религии или из мирских каких-то вопросов, не имеешь права выходить из подчинения правителю, если только не увидишь со стороны правителя что? Куфран бавахан. Что такое куфран бавахан? То есть явный, очевидный куфр. И мы это будем разбирать, что это значит. Явный, очевидный куфр, на который у тебя есть бурган от Аллаха. Бурган, то есть непреложный, стопроцентный, непререкаемый довод от Аллаха Субхану ва Тааля. Как сказано в хадисе, когда сподвижники спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сражаться ли нам с имамом, и свергать ли нам такого имама, хорошо? Выходить ли нам против него, делать ли нам хуруч против него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла илля антарау куфран бавахан индакум мин Аллахи фи бурхан». Нет, пока не увидите откровенный куфр, ясный куфр, на который у вас будет от Аллаха бурхан, на который у вас будет от Аллаха явный, непреложный довод. Когда видит человек явный куфр, на который у него есть непреложный довод, мы разберем сейчас, какие условия для этого существуют, то здесь ученые говорят, то есть два мнения среди ученых. Выходить в таком случае против правителя вооруженно. Это ваджиб или это джаиз.
То есть это обязательно или это желательно. Есть мнение, что это обязательно. Хорошо. Есть мнение, что это дозволено, но проявить терпение лучше. Хорошо. Но в любом случае, если этот вооруженный выход приведет к массовому кровопролитию, к уничтожению праведных людей, к тому, что это приведет к тому, что это пресечет призыв исламский, приведет к закрытию мечетей, приведет к запрещению хиджаба и всего остального. Хорошо? Когда нет на это силы, в таком случае, даже если ты увидел куфр бавах, все равно что? Проявление терпения в таком случае. Чтобы не быть еще голословным, мы приведем слова шейха Усаймина, рахимахуллаху та'аля, имама Усаймина, рахимахуллах, по поводу того, что такое куфр бавах. Хорошо? То есть очевидный куфр. Когда шейх Усаймин, хадис, который приводится в Рияду Салихин, дают ему комментарий. Хадис от Убада ибн Самита, ради Аллаху та'аля, قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. Мы дали пророку саллаллаху алейхи ва саллям присягу, что будем подчиняться, слушаться фил усри валь юср, то есть и в состоянии богатства, и в состоянии бедности. То есть ты обязан подчиняться правителю. Будь ты бедный, будь ты богатый, все равно, в каком бы ты ни был состоянии. Хорошо? Валь маншат и валь макрах. Тогда, когда тебе нравится и когда тебе не нравится. То есть, что значит нравится и не нравится? То есть, когда что-то он тебе такое приказывает, что выгодно тебе, твоим интересам, и у тебя появляется активность, тебе хочется это делать, хорошо? Или когда это не соответствует твоим интересам личным, и твоим страстям это не удовлетворяет им, хорошо? Не удовлетворяет их. Все равно подчиняться. Валя асаратин алейна. И даже когда они будут проявлять по отношению к вам несправедливость, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Несправедливость в каком плане? Что они будут единовластно владеть чем-то, лишать мусульман то, что им принадлежит, брать это себе. Хорошо? Даже тогда, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, например, сами живут в роскоши, а люди живут в бедности. Хорошо? Все равно подчиняешься им. Почему? Потому что подчинение им – это подчинение Аллаху и Его посланнику. Даже если ты живешь в хижине, а они живут во дворцах, да? Даже если они забирают имущество мусульман, которые должны давать мусульман, все равно ты должен проявить сабр, не должен выходить из-под присяги, из-под подчинения правителю. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: слушай и повинуйся, даже если он бьет тебя по спине, даже если забирает твое имущество. Хорошо? Но не следует относиться к этому как с такой терять надежду, да, потому что ты, даже если в этом мире выполнишь приказ Аллаха и его посланника, проявишь терпение, и даже если он что-то забрал из твоего имущества незаконно, то мусульмане, они же верят, что эта жизнь, это только временное существование здесь, что ты здесь просто под деревом остановился на пути, следуя на своем пути, хорошо, и что там в ахире, в судный день, Аллах Субхану Тааля сполна тебе отдаст от этого правителя то, что он у тебя забрал незаконно. Или то, что он тебе не додал из того имущества, которое должно достаться тебе. Правильно? Как в хадисе про кого? Про мискина, про банкрота, да? Про муфлиса. Про банкрота. Когда пророк спросил, кто такой банкрот, люди сказали: тот, у кого нет ни динаров, ни дирхамов, то есть ни долларов, ни гривен. Он сказал: нет. Банкрот кто? Тот, кто кого-то обидел, обругал, там, да, вроде бы он и молился, и постился, но того-то обругал, того-то оскорбил, того-то забрал имущество. Так вот, этот правитель, который причинил тебе несправедливости, от него будут забраны, Аллах заберет его что? Благие деяния, его савабы даст тебе. Даже если в этом мире он у тебя что-то забрал. А если у него не останется саваб, то твои грехи будут забираться от тебя и возлагаться на него. Аллах Субхану будет их класть на него, перекладывать на этого правителя. Хорошо. Потом дальше сказано в хадисе Убада ибн Самита: и чтобы мы не
претендовали на власть правителя, то есть не выходили против него, не свергали его. Если только, илля антарау куфран бавахан, если Пророк говорит, только не увидите открытый, явный куфр, на который у вас есть от Аллаха бурган, то есть явный, очевидный довод. Хорошо? Вот это предложение нужно разобрать. Что же это за тот куфр, который делает дозволенным, или, согласно другому мнению, мы сказали, что обязательным выход против правителя такого. Хорошо? Пророк здесь очерчивает 3 условия, которые нужно запомнить. Первое, он говорит, «Илля антарау», если увидите. Увидите раа, яра в арабском языке, это из глаголов каких? Глаголов дают значение убежденности. Алейкум салям. То есть, вы будете точно знать, что у него, у этого правителя есть куфр. Точно знать. Хорошо? То есть, это должен быть ильм. Это не должно быть предположение, что может быть он кафир, может быть я слышал там, что он сделал такое, я где-то там что-то от кого-то услышал, передали там и так далее. Нет, должно быть что? Знание. Твердое знание о том, что он именно совершает куфр. Хорошо, что он кафир. Дальше. Это первое условие. Пророк говорит, илля антарау. Значит, слово тарау это что? Первое условие. Потом говорит Пророк что? Куфран. Значит, второе условие, что то, что он делает из того, что тебе не нравится, это должен быть куфр, а не фиск. Куфр, а не фиск. То есть это должно быть неверие, а не нечестие. Не просто греховность. Потому что греховность правителя не дает основания для выхода вооруженного против него и для свержения его. Согласно хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже если он, субханаллах, говорит шейх, даже если он пьет вино, даже если он прелюбодействует, даже если он притесняет людей, даже если он забирает у них имущество, все равно не разрешается выход против них. Почему? Потому что он должен совершить основание для выхода против него, это куфр, а не фиск. То есть неверие, а не грех. Это второе условие. Хатта тарау куфран. Потом Пророк говорит, что бавахан. Бавах. Третье условие значит, что куфр должен быть какой? Бавах. Что значит бавах? Бавах значит явный. Явный, понятный, очевидный куфр. Такой, который не дает основания для каких-то трактовок. Хорошо? Если, может быть, у него какие-то трактовки, как мы только что изучали историю кого? Имама Ахмада. По сути, сказать, что Коран сотворен, это что? Куфр. Но почему имам Ахмад не увидел, не посчитал дозволенным, не нашел дозволенным выход против него? Потому что у правителя у этого было что? Тауиль, то есть трактовка, своеобразное понимание этого. То есть это не был бавах, то есть очевидный, явный, хорошо, стопроцентный куфр, который не оставляет никаких сомнений. Потом Пророк говорит, куфран бавахан, то есть, например, как это? То есть человек выходит, например, правитель, то есть явный куфр, чтобы было понятнее, да, это немножко, Шейх Усаймин приводит пример. Выходит правитель и говорит народу, вино халяль, все, дозволено, пейте вино. Или выходит и говорит, прелюбодеяние дозволено, прелюбодействуйте. Хорошо? То есть вещи, которые известны как аксиома из религии, понятно же, очевидный куфр. Хорошо? Или выходит и говорит, гомосексуализм теперь дозволенный, что хотите делайте. Хорошо? Например. Это куфр бавах, и здесь нет проблем. Хорошо? В таком случае раия, то есть подданным надлежит что? Удалить этого имама. Любым способом, который есть, если есть на то, конечно, возможность. Хорошо? И четвертое условие, Пророк говорит, куфран бавахан индакум мин Аллах алейхи бурхан. У вас такой куфр, на который у вас есть от Аллаха бурхан, то есть стопроцентный довод, непререкаемый довод от Аллаха субхану тааля. Бурхан по-арабски называется. Что это куфр. То есть не может быть, что какой-то у тебя есть хадис, указывающий на то, что это куфр, но хадис слабый. Хорошо? Или, может быть, он не слабый, но он не указывает четко на то, что это куфр.
Хорошо. И может быть некоторые говорят, да, это куфр, но сомнение, что куфр это или не куфр. То есть у вас должен быть что? Бурган, то есть стопроцентный довод от Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Почему столько условий? Для чего столько условий? Потому что выход против вооруженный против правителя, свержение его и любая революция, она всегда приносит много-много мафасид, то есть отрицательных последствий. Ведет к большим последствиям отрицательным. Итак, эти 4 условия, которые говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, если есть все эти 4 условия, то все равно, говорит шейх Усаймин, должно быть еще одно. Еще одно это кудра, то есть сила. Должна быть сила на то, чтобы его убрать. Хорошо. Если он говорит, у нас нет силы, тогда нельзя свергать его, выходить против него. Хорошо. Почему? Потому что если у нас нет силы, то это может привести к чему? Алиязу билля, что вот эти остатки праведных людей, поклоняющихся Аллаху, которые есть, эти какие-то зачатки призыва к исламу, которые есть, они будут погублены. Хорошо, поэтому нельзя. И наоборот, зло, оно потом получит полную власть. Зло получит полную власть. То есть должно быть кудра, условия кудра, то есть силы на это. Если нет кудра, если нет силы, тогда запрещен и выход против правителя. Почему? Потому что в таком случае это будет вариант какой? Илькау нафс или тахлика. То есть бросать самого себя своими руками гибели. В таком случае. Хорошо? И говорит шейх, какая польза, если мы выйдем против такого правителя, даже если видим у него куфр бавах, то есть очевидный куфр, хорошо, на который у нас есть довод от Аллаха Субхану ва Тааля, явный. Какая польза выходить против него с кухонными ножами? Если у него танки, если у него самолеты и пулеметы. Хорошо? Нет никакой пользы. Это значит, что мы вышли, чтобы убить себя, говорит он. Хорошо. Это Шарх Рияду Салихин, то есть комментарий, да, к книге Рияду Салихин, шейх Усаймин рахимахуллаху тааля, хадис 186. Итак, этот вопрос, который мы сейчас затронули, это был какой вопрос? 6-й вопрос о чем? О причинах фуруджа, то есть причинах выхода, причинах, которые приводят к выходу против правителя. И мы затронули здесь, когда он дозволен, да, и при каких условиях. Следующий вопрос, 7-й. Имамы, правители, улятуль умур, мусульманские, подчинение им – это подчинение Аллаху. Это из подчинения Аллаху, подчинение его посланнику. Поэтому, если верующий человек подчиняется своему мусульманскому правителю во благе, то это, пусть он знает, что тем самым он совершает айбада, то есть поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, и приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. К сожалению, у нас как-то так нас воспитали с детства, что тот, кто бунтует против правителя, то он хороший. Хорошо. И всякий революционер, он и есть хороший. Хорошо. Надо поменять свои взгляды в контексте взглядов Ахля Сунна валь Джамаа. Если есть у мусульман их правитель, то наоборот, хороший тот, который подчиняется правителю. Хорошо. Это поклонение, это приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что кто подчиняется амиру, тот подчиняется мне. Кто подчиняется мне, тот подчиняется Аллаху. Хорошо? Потому что, подчиняясь правителю, мусульмане тем самым оберегают самих себя, и оберегают свою неприкосновенность, и оберегают свое единство, и сберегают свою силу против врагов. Хорошо? Если этого не будет, тогда начнется анархия, тогда начнется беззаконие. Это даст шанс врагам мусульман нападать на мусульман. И ученые называют три вида теоретически, 3 вида действий имама, действий правителя, каждому из которых должно быть у нас свое отношение.
То есть подчинение правителю, да, но имам, его действия, они в рамках 3 вещей, 3 пункта. Первый. Это когда правитель приказывает подчиняться, то есть приказывает то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть, например, приказывает людям совершать намаз, или приказывает людям давать закат, или приказывает людям помогать там беднякам, хорошо? Или еще что-то. То есть то, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля. Или запрещает людям то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Запрещает людям пить вино, запрещает людям прелюбодеяние, запрещает людям что еще? Воровство, ростовщичество и так далее. То есть то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. В таком случае подчиняться правителю что? Ваджиб. Почему? Потому что это подчинение Аллаху Субхану ва Тааля, потому что он приказывает тебе то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля. Второй вариант из того, что приказывает правитель, это когда он приказывает что-то, что относится к вопросам иджтихада. То есть он, взвесив там доводы шариатские, какой-то принял свое решение, хорошо, иджтихад. То есть это может быть, например, спорный вопрос среди ученых, то есть вопрос, где есть разногласия. И он по своему иджтихаду выбирает одно из мнений и на нем останавливается, связано с какими-то массовыми вопросами. И он останавливается на этом мнении. Хорошо, это иджтихад. Или какой-то современный вопрос, хукм в котором еще не ясен, и он тоже какой-то делает иджтихад, тоже, то есть поиск истины, да, принимает такое-то решение, например, в этом вопросе. Или вопросы, связанные с какими-то мирскими проблемами. Хорошо, то есть какое-то общественное устройство, например, правила дорожного движения какие-то, да, он вводит какой-то закон, касающийся правил дорожного движения, или подобного рода вещи. Когда начинать работу, когда заканчивать, там, или связанные со временем, там, хорошо, и так далее. Подобные вещи связаны с какими-то мирскими вопросами. В таких вопросах подчиняться ему тоже что? Ваджиб. Невежды, те, которые говорят, подчиняться правителям нужно только в том, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля. Это ошибка. Подчиняться правителю нужно в том, что не противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Даже если что-то не приказывается шариатом, но правитель это счел, что так нужно сделать, это не противоречит шариату, обязан подчиняться ему. Пример, например, установлено хадж, совершение хаджа, например, раз в 5 лет, например, да, для жителей, там, например, да, Саудовской Аравии, предположим. Почему это было сделано? Для чего? Чтобы люди, чтобы не создавалась там толчья, чтобы не гибли люди и так далее, да? Кто-то может сказать, субханаллах, Аллах Субхану не приказывает такого нам делать. А должны мы здесь подчиняться? Должны. Правила дорожного движения, например. Где приказано, где написано, что нельзя ехать больше 100 км в час здесь, на этой дороге? Что харам, это где написано? Хорошо? Правитель это приказал. Значит, ты должен здесь что? Подчиняться. Или вопрос, связанный с иджтихадом, мы сказали тоже. Хорошо? Если есть какое-то разногласие среди ученых, и он выбрал, например, это мнение, то тоже. И третий вариант приказов правителя, это когда он приказывает ослушаться Аллаху Субхану ва Тааля. То есть то, что является грехом. Итак, первое, это когда он приказывает то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, или запрещает то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. В таком случае обязаны, билиджма, то есть единодушно подчиняться ему, потому что это будет подчинение Аллаху и его посланию. Второе, вопросы, связанные с иджтихадом, или вопросы какие-то мирские, мы сказали, да? Если он склоняется к одному из мнений, делая иджтихад, или какой-то иджтихад делает и принимает какое-то решение, не противоречащее иджма, то есть единодушному мнению ученых, да? Или вопросы какие-то общие, да, затрагивающие жизнь всех людей, связанные с мирскими какими-то проблемами, то в таком случае тоже нужно подчиняться. Почему? Потому что это входит в общий смысл хадисов, которые приказывают подчинение правителя, подчинение амиру, подчинение имаму. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что подчинение в благом, а благое включает в себя два вот этих варианта, первый и второй. Первый это что?
Мы сказали, там, где ясно, где то, что приказывает Аллах, его посланник, он приказывает. Второй вариант, там, где он принимает что-то, какое-то решение, опираясь на свой ичтихад. Ичтихад он принимается в расчет в шариате, значит, нужно подчиняться ему в этом вопросе. Это вопросы, на самом деле, очень тонкие и очень важные. Вопросы, где споткнулись многие-многие люди. Поэтому мы должны иметь четкое представление в этом вопросе. Хорошо? Без эмоций, отставить чувства и эмоции на задний план, а взять Коран, Сунну, что говорят предшественники. Все. И третий вариант, когда правитель приказывает нам ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля, приказывает нам маасия. Может быть, приказывать массовое какое-то ослушание, грех массовый какой-то, или какой-то частный грех. Какой бы ни был, если правитель приказывает тебе совершить грех, хоть он приказывает в общем всем это делать, или тебе конкретно, ты не имеешь права ему подчиняться, потому что он раб Аллаха. Подчинение рабу Аллаха, когда он приказывает тебе ослушиваться самого Господа, не дозволено. Правило, да? Ля таата ли махлук фи ма'сияти халик, то есть нет подчинения творению путем ослушания Творца. Хорошо. И Пророк ﷺ говорит, что человек должен, человек должен слушать и подчиняться правителю, фима хабба ва карих, в том, что ему нравится, в том, что не нравится. Илля ю'мара би ма'сия, если только ему не приказывается ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, доводы на подчинение правителю, они включают в себя три вещи. Да? Первое это что? Когда он приказывает то, что является подчинением Аллаху, здесь иджма, ты обязан подчиняться. Когда он приказывает тебе какие-то вопросы, принятые им решения на основе иджтигада или связанные с мирскими проблемами, здесь ты тоже что? Обязан подчиняться. И третье, когда он тебе приказывает ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля, здесь ты не имеешь права ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля. Это 7-й вопрос. 8-й вопрос, говорит имам Ат-Тахави рахимахуллах, говорит ва инджару. Даже если они совершают несправедливость, подчиняйся им, даже если они совершают несправедливость. То есть, и это очень важно, подчинение правителю мусульманскому не обуславливается, нет там такого условия, что правитель, он должен быть справедливым, и правитель должен быть праведным, и правитель должен быть порядочным. Только тогда ему подчиняйся, и тогда только соблюдай присягу. Нет, ва инджару, даже если они проявляют несправедливость, даже если они совершают беззаконие, ты обязан ему подчиняться, если только он тебе не приказывает, что? Ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля. Там ты ему не подчиняешься. То есть не только который богобоязненный, не только который справедливый. Хорошо. Тот, который во всем следует и идет прямо по шариату. Нет, не только такой. Хорошо. Даже если у него есть что? Джаур. То есть если есть несправедливость, и если есть греховность, все равно ему нужно подчиняться. Эта несправедливость, джаур, оно бывает в двух видов. Да? Это проявление несправедливости в религии, в вопросах религиозных, и проявление несправедливости, греховности, то есть несправедливости в вопросах мирских. Хорошо? Критерий в вопросах религиозных мы сказали, если только не доходит до куфра. С теми условиями, которые мы сказали. Если не дошло до куфра, его греховность не дошла до куфра, ты обязан подчиняться этому правителю. Хорошо? Даже если он пьет, даже если он гуляет, даже если. Хорошо? Что касается мирских вопросов, то есть какие-то мирские вопросы, все равно ты обязан ему подчиняться, даже если он, Пророк ﷺ говорит, бьет тебя по спине, даже если он забирает твое имущество, подчиняйся ему. Таким образом, проведение вот этого вот различия, что справедливому правителю подчиняться, а несправедливому не подчиняться, это неправильное проведение. Хорошо, неправильный критерий. Почему? Потому что не на это указывают доводы. А доводы указывают на что? Что будут после меня, говорит Пророк ﷺ, правители какие?
с сердцами, как у шейтанов, субханаллах, которые не идут по моей сунне, которые не следуют по моему пути. Хорошо? И что делать? Он говорит, подчиняйся амиру, слушайся его. Пророк говорит, даже если бьет тебя по спине, даже если забирает твое имущество. Хорошо? То есть лагер, то есть очевидный смысл доводов, а этот вопрос, он связан с акидой. Это вопрос акиды. Если здесь тексты указывают нам очевидный их смысл, указывают на то, что нужно подчиняться правителю, какой бы он ни был, значит мы должны это делать. То есть несправедливость правителя, его греховность не является причиной для чего? Для выхода против него. Не является причиной для выхода против него. Неважно, эта несправедливость его связана с религиозными вопросами или с мирскими вопросами. И об этом упоминает шейх ислам ибн Таймия рахимахуллах в книге Минхаджу Ахлю Сунна. Он говорит, большинство тех, которые вышли против правителя, когда-то выходили, да, совершали вооруженные выходы против правителя, причина, по которой они это сделали, это то, что они видели несправедливость со стороны правителя в вопросах мирских. Хорошо. Таким образом, слова имама Тахави, «Валя нара аль-хуруджа аля имматина валати умурина ва инджару», мы не считаем дозволенным выход против наших имамов и правителей, обладателей власти среди нас, даже если они совершают несправедливость. Это акида салафу салих, то есть праведных предшественников, что нужно подчиняться и слушать правителя, что нужно сохранять данную ему присягу и выполнять ее, что нельзя выходить против него, против правителя, ни одним из двух видов хуруджа, которые мы сказали, выходов, хорошо, для того, чтобы не встретить Аллах Субхану ва Тааля в судный день, будучи вышедшим из-под покорности правителю, а значит вышедшим из-под покорности Аллаху Субхану ва Тааля, если только мы сказали, что не увидим куфр бавах, если только не увидим куфр бавах. И приводится тоже в Рияду Салихин хороший хадис от Зубейра ибн Ади. Сказано, «Атейна Анас ибн Малик», мы пришли к Анасу ибн Малику. Анас ибн Малик, величайший сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который служил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 лет был его слугой, мы знаем, да? Сказал он, этот передача говорит, так мы пришли к Анасу ибн Малику и стали жаловаться ему на Хаджаджа, на несправедливости Хаджадж ибн Юсуф. Мы знаем Хаджадж ибн Юсуф, амиядский амир, да, который был в Ираке, который пролил много крови мусульманской, совершал много несправедливости, беззакония. Так он говорит, мы пришли, чтобы пожаловаться на него. И сказал он, то есть Анас нам сказал, «Исбиру фа иннаху ла яати алейкум заман, илля валлади ба'даху шаррун минну, хатта талкау раббакум». Он сказал, Анас, терпите, потому что всякое время, которое будут приходить, то есть наступать, оно будет хуже, чем предыдущее время, до тех пор, пока вы не встретите вашего Господа. «Сами'туху мин набийикум». Это я слышал от вашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Хаджадж ибн Юсуф, который осадил Мекку, который обстреливал, сражался с Абдулла ибн Зубейром, хорошо, который обстреливал Каабу, субханаллах, обстреливал Каабу из катапульт, пока не разрушил ее, или что-то там, часть ее не разрушил, который причинял боль, обиды мусульманам, хорошо, людям. И они пришли жаловаться Анасу ибн Малику на него, и он говорит, что «Исберу», терпите. Приказал им терпение, несмотря на джаур. Джаур мы сказали, «Уаинджару», имам ат-Тахави говорит, даже если они совершают, даже если они несправедливы, даже если они совершают беззаконие. А почему еще? И говорит шейх Усаймин, потому что несправедливые правители даются Аллаху Субхану ва Тааля из-за несправедливости людей, из-за беззакония людей. И Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в суре Аль-Ан'ам, говорит, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ ظَالِمِينَ ба'дан. Итак, мы одних беззаконников ставим над другими. Хорошо, натравляем против других, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Бима кану яксибун», за то, что они приобрели. Если ты видишь, что люди совершают беззаконие, грехи, несправедливость, хорошо, то по этой причине правители у них такие. Если видишь, что правители, они притесняют людей, покушаются на их имущество, или притесняют их как-то телесно, физически, хорошо, если они мешают им делать да'ва, призыв к Аллаху Субхану ва Тааля, и подобные вещи,
то тогда должен сразу подумать, говорит шейх Усаймин, подумать о состоянии народа, о состоянии людей. И ты увидишь, что основная причина этого испытания – это сами люди. Что люди сами, они отклонились от пути Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда Аллах Субхану ва Тааля ставит на них таких правителей. Ставит над ними таких правителей. Поэтому у вас сказано «Кама такунуна ювалля алейкум». Какие будете, такие будут ваши правители. Такие будут ваши руководители. Хорошо. И поэтому рассказывают один из халифов Бану Умейя, один из амиядских халифов. Может быть, это Абдуль-Малик бн Марван. Он услышал, что люди говорят плохо о нем. Что вот он такой нехороший, несправедливый и так далее. Хорошо. И он тогда собрал авторитетные лица, собрал их и сказал: «Айюханнаса туридуна такуна лакум кама кана Абу Бакр ва Умар». Люди, вы хотите, чтобы мы были, то есть мы халифы, мы правители, были такими же, какими были Абу Бакр и Умар. То есть такими же справедливыми правителями. Хотите? Калу бала нуридуза. Конечно, хотим. Конечно, хотим, чтобы вы были такие. Сказал тогда он, очень хорошее слово, он сказал: куну керриджали лазина тавалляни. Тогда будьте такими людьми, которыми правили они, Абу Бакр и Умар. Такими же будьте. Хорошо. И тогда и мы будем такие же, как Абу Бакр и Умар. Хорошо. То есть, каковы люди, таковы и правители. Как правило, так. И мы приводили, хадис, что сыны Исраиля спрашивают у Аллаха Субхану Тааля и говорят: «О Господи, как нам узнать, доволен ты нами или нет?» И отвечено им было что? Что если я ставлю над вами лучших из вас, значит я доволен вами. А если ставлю худших из вас над вами, значит я недоволен вами, говорит. Ответил им Аллах Субхану Тааля. Поэтому еще рассказывают один асар, который мы часто приводим, что один из хариджитов, то есть те, которые выступили против Али, рады Аллаху Тааля, и потом убили его, следующего халифа после Усмана, что они тоже пришли к Али и говорят, что такое-то, до тебя, вот когда был Абу Бакр, Умар, так все хорошо жили, никаких проблем, ни ссор, ни фитн. Вот как ты пришел, так сразу вот такой вот беспорядок, и фитны и так далее. И он тогда сказал очень хорошие слова, которые все время приводят имамы. Он говорит: потому что подданные Абу Бакра и Умара были такие мужи, как я, такие мужчины, как я. Хорошо? А мои подданные вот такие вот, как вы. Хорошо? То есть, если люди сами совершают беззаконие и несправедливость, тогда Аллах Субхану Тааля посылает на них таких правителей. И дальше имам Тахави говорит, рахимахуллаху та'аля: «Валя над'у алейхим». И мы не делаем дуа против них. Когда будет намаз, скажете, хорошо? Нет, это дальше следующее предложение. Имам Тахави говорит: мы не делаем дуа против них. То есть путь саляфу салих, путь праведных предшественников, имамов ислама, что они не делают дуа против своих имамов, против своих правителей. Хорошо? Делать дуа против правителей – это признак, наоборот, ахлюль бида, то есть еретиков. Это признак хариджитов, те, которые считают дозволенным меч против правителя, мусульман. Это их признак. И говорят имамы салаф, предшественники, что мы проверяем принадлежность человека к ахлю сунна валь джама по его отношению к правителю мусульман. Если он считает дозволенным выход против него вооруженный и дуа против него, хорошо, то это показатель, что этот человек не из ахля сунна валь джама. А если он, наоборот, дает насиха правителю, насихат, и делает за него дуа, хорошо, конечно, ему ненавистна та несправедливость, которую совершает этот правитель, хорошо, то это показатель того, что человек из ахля сунна валь джама. Поэтому предшественники праведные, они делали дуа за правителей, наоборот, а не против правителей. Почему? Потому что когда делаешь дуа за правителей, то это приводит, наоборот, к пользе и благоденствию. Правильно? Дуа за них делаешь, это будет польза и благоденствие. Почему? Потому что если они будут хорошие, то это очень сильно повлияет на состояние людей, на состояние народа. Это им принесет пользу и благоденствие. Потому что от них много зависит. Хорошо? Это во-первых. А во-вторых,
делать дуа против них, это приводит к чему? Приводит к тому, что в сердцах у людей появляется ненависть к ним, появляется вражда. И это потом причина, что среди людей распространяется убеждение кого? Хариджитов, убеждение хуруритов, убеждение му'тазилитов. Потому что есть правило в исламе, аль-васайля ахкамуль макасид, то есть средства, хукм их, отношение к ним такое же, как самой цели. Цель, если взять выход против правителя, она дозволена, и убеждение, что выходить против правителя, это дозволено, это харам, это запрещено, да, у имамов. Поэтому и цель, которая ведет к этому, она тоже запрещена. Дуа против них среди людей, это ведет к чему? К ненависти у людей к ним, потом это ведет к выходу против правителя, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И говорит он потом, وَنَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاتِ. Мы наоборот делаем за них дуа, говорит он, чтобы Аллах дал им праведность, и чтобы Аллах избавил их от их недостатков, избавил от их греховности, избавил их от их беззаконий, которые они совершают. Это путь праведных предшественников, это их убеждение, что они делают дуа за правителей, а не против них. Хорошо? И мы сказали, что дуа за правителей – это польза для правителя, но прежде всего это польза для кого? Для людей. Это польза для людей, для самих людей. И передают, что Муавия, ради Аллаху та'аля, когда он услышал, это халиф, да, Муавия, ради Аллаху та'аля, после Хасана ибн Али, который умер в 61 году хиджры, человек известный, да, своими большим вкладом в распространение ислама и своими достоинствами, ради Аллаху та'аля. Когда он услышал, что некоторые говорят о нем, осуждают некоторые его действия, связанные там с финансовыми какими-то проблемами, хорошо, как распоряжается финансами, кого назначает и так далее, он позвал этого человека, от которого услышал, и сказал ему: у тебя есть грехи? Тот человек сказал: конечно, есть. Хорошо, он тогда сказал: а что ты надеешься по поводу своих грехов? На что надеешься? Он говорит: я надеюсь, что Аллах Субхану Тааля простит мне мои грехи и избавит меня от наказания. Хорошо. И Муавия тогда ему сказал: а почему ж ты не желаешь нам того, чего желаешь себе? Почему ты не желаешь, чтобы Аллах нам тоже простил и избавил нас от наших грехов? И тогда этот человек замолчал, потому что это был мудрый человек, хорошо. Если что-то было с его стороны, то это просто как так произошло. Хорошо? Но человек, который следует истине, когда слышит истину, то сразу умалкивает и сразу принимает ее и подчиняется ей. Так, это путь предшественников, делать дуа за правителей. Это принцип из важнейших принципов шариата. Поэтому группа целая из имамов Ахля Сунна, как Аль-Фудайль ибн Ияд, имам Ахмад и так далее, и другие тоже, они говорили: если бы мы знали, что у нас есть один дуа, одна мольба, на которую мы точно знаем, что Аллах ответит, то есть дава мустаджаба, то мы бы это свое дуа посвятили правителю. За правителя лучше бы сделали дуа. Хорошо. Почему? Потому что с праведностью правителя потом это влияет на праведность подданных и на их жизнь, и на изменения коренным образом в лучшую сторону. И Аль-Барбахари, рахимахуллаху та'аля, в своей книге, где он объясняет Шарх Усуль Сунна, объясняет принципы, да, сунны, он говорит, что из качеств Ахлюль Бид'a, что они делают дуа против правителей. Из качеств Ахлю Сунна, это что они делают дуа, наоборот, за своих правителей. Пророк сам говорит: аддину насиха. Религия это что? Это искренность. Искренность по отношению к кому? И перечисляет, помимо прочего, кулятуль умур, то есть к имамам мусульман, правителям мусульман. Что ты не делаешь гиба, что ты не делаешь против них дуа, а наоборот ты даешь им насиха и делаешь дуа за них. Хорошо. И потом последние слова имама Тахави, он говорит: и мы не убираем руку из-под покорности им, и считаем, что подчинение им – это подчинение Аллаху, часть подчинения Аллаху, и это фард, говорит он. Хорошо. То есть Ахлю Сунна не убирает свою руку из-под подчинения валиюль амар, правителю. Почему именно руку? Потому что так дается присяга. Присягу дают что? Рукой. Дается рукой. Конечно, кто дает присягу рукой непосредственно правителю?
Кто? Дают высокопоставленные люди, люди, имеющие влияние. Это не значит, что вся умма должна прийти правителю, потрогать его руку и дать присягу. Нет, дают высокопоставленные люди. Хорошо, все остальные дают ее просто сердцами, эту присягу. Хорошо? То есть присяга влиятельных лиц достаточно, чтобы присяга состоялась. Хорошо? Так мы не убираем руку из-под присяги, говорит он, подобно хариджитов, потому что это качество хариджитов. И мы считаем, что подчинение им, то есть подчинением правителям, там, конечно, где нет ослушания Аллаху Субхану ва Тааля, это подчинение Аллаху, это фард, это ваджиб, это обязательно. Если только они нам не приказывают ослушиваться Аллаху Субхану ва Тааля. Это ясный постулат. Иншаллах, мы на этом остановимся, потому что дальше уже следует другой пункт акиды. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Кто-то еще будет записывать?